Цветущий май, счастливый май наряду со всеми россиянами ждали и жители Терешанского поселения. Подготовка к празднованию Дня Победы была основательной. С радостью на лицах и со слезами на глазах достойно встретили 77-летие со Дня Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1945 году, в 00 часов 43 минуты по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, а советский диктор Юрий Левитан зачитал в радиоэфире приказ Верховного Главнокомандующего об окончании войны. Говорит Москва! Говорит Москва! Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! На Великую Отечественную войну со Старокулакинского района было призвано 5295 человек. Погибли в годы войны 961, умерли от ран 191, от болезней 13, пропали без вести 1526 человек. 77 лет прошло с тех пор, как советский народ ценой огромных жертв и потерь победил в страшной войне. Терешанское поселение во главе с Ревой Рафатовичем Тяминовым, с его неравнодушными жителями, преданными дочерьми и сыновьями, такими как Денюшев Рафат Тагирович, проделывают большую работу в увековечивании памяти своих героев, вставших на защиту Родины от гитлеровских захватчиков. В 2021 году, благодаря подполковнику в отставке Денюшеву Рафату Тагировичу, был открыт бюст в честь Героя Советского Союза Хабиеву Вильдану Саитовичу. В этом году, 8 мая 2022 года, с участием главы муниципального образования Старокулакинский район Лилии Фуатовны Богдановой, главой администрации муниципального образования Старокулакинский район Магдиева Ильдара Шакировича, а также учащихся кадетского класса Старокулакинской средней школы номер 1, работников культуры нашего района, состоялось открытие бюста Герою Советского Союза Аипова Махмуд Илачевича. Когда началась Великая Отечественная война, его двое старших братьев ушли на фронт. Пришел военкомат и Махмуд, но его даже и слушать не захотели. У него бронь, он, как специалист, был нужен в тылу. Младший Аипов не отступал. Он вновь и вновь подавал заявления об отправке на фронт и каждый раз получал их обратно с отметкой «бронь». Но когда Махмуд в очередной раз пришел в военкомат и предъявил похоронку на брата Михаила, погибшего под Калининым, военком сдался. И в апреле 1942 года пролетарским райвоенкоматом города Куйбышева доброволец был направлен в ряды Красной Армии. Уже в мае того же года он оказался на передовой. Воевал сначала на юго-западном, затем в Сталинградском фронтах. Война его любила. В сентябре Аипов был ранен, а всего за все время на фронте пули и осколки находили его трижды. После первого ранения вернулся в строй достаточно быстро. Сражался на Южном, затем Третьем Украинском фронтах. Весной 1944 года стал стрелком 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 17 апреля в бою на подступах к Севастополю боец разведал расположение огневых средств фашистов. Но тут произошла стычка с группой немцев. Махмуд смело вступил в схватку, уничтожил 2 гитлеровцев, был ранен, однако сумел вернуться в свою часть с ценными сведениями, за что и был награжден медалью за отвагу. Едва оправившись после тяжелого ранения, еще оставаясь в госпитале, Аипов стал подавать рапорты об отправке его на фронт и добился своего. С октября в составе своего полка он уже принимал участие в Варшавско-Познанской, Висло-Ордерской и Берлинской наступательных операциях. В
Вскоре его бойцовские качества были отмечены второй медалью за отвагу. 22 апреля 1945 года во время боев за пригород Берлина Махмуд заменил раненого наводчика пулемета. Предстояло продвинуться к опорному пункту, который фашисты оборудовали в одном из домов, и подавить огневую точку. Справившись с этой задачей, Аипов ворвался в подвал здания и очередью из пулемета уничтожил несколько солдат противника. Когда немцы стали переходить к рукопашной схватке, он взрывом своей гранаты остановил их, а второй гранатой полностью уничтожил, но и сам получил смертельные ранения, от которых в тот же день скончался. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года рядовому Аипову Махмуду Илачевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе говорилось: своим героическим поступком Аипов содействовал успешному уничтожению врага и овладению столицей фашистской Германии. Добрый день, уважаемые гости и односельчане. Великая Отечественная война оставила после себя невосполнимые потери и катастрофические разрушения, незаживающие раны о пропавших без вести и скорбь о погибших. Но война оставила в наших сердцах и память о невероятных людях, гордость за подвиг народа, большой подвиг, сложенный из преодолений, самопожертвований и бесконечной дороги к победе. 77 лет для мировой истории – это короткий миг, а для людей – это целая жизнь. Отгремели тяжелые бои, время летит, как ветер, годы текут, как реки, но память хранит былое, и эта память живет в сердце каждого россиянина. Они живы, пока мы их помним. Мероприятие, посвященное открытию бюста Героя Советского Союза Махмуда Илачевича Аипова, а также мемориальных плит односельчанам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, объявляется открытым. Приглашаем и представляем вам гостей и хозяев нашего мероприятия. Глава муниципального образования Старокулаткинский район Лилия Фуатовна Богданова. Глава администрации муниципального образования Старокулаткинский район Ильдар Шакирович Магдеев. Инициатор и организатор строительства бюста подполковник в отставке Рафат Тагирович Денюшев. Глава администрации Терешанского сельского поселения Ревор Афатович Тяминов. Ветеран труда Равиль Исхакович Ибрагимов. Слово предоставляется главе администрации Терешанского сельского поселения Ревор Афатовичу Тяминову. Уважаемые жители села Кирушкино, приглашенные гости и жители поселения, я искренне поздравляю вас с наступающим 77-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая является поистине всенародным и главным праздником страны. В этот день, ровно 77 лет назад, наш народ победоносно завершил самую страшную и кровопролитную войну в истории всего человечества. Сегодня появились желающие переписать историю Великой Отечественной войны, стереть с памяти людей, что именно Красная Армия и советский народ одержали победу в этой войне ценой 27 миллионов жизней советских людей. Они победили фашизм и освободили не только нашу страну, но и всю Европу. А сегодня вандалы в освобожденных странах
Польши, Прибалтики и Украины и других странах разрушают памятники героев и участников войны, сносят обелиски, захоронения, братские могилы. Но у них это не получится. Мы восстановим историческую справедливость. Мы знаем, помним и передадим нашим детям, внукам и правнукам о великом подвиге нашего народа. Никто не забыт, ничто не забыто. Это не просто лозунг. Для нас это руководство к действию. Люди, пережившие войну, никогда его не забудут. А мы, для кого отвоеван мир, никогда не должны забыть тех, кто его отвоевывал. Администрация Терешанского сельского поселения приложила все силы для увековечения памяти наших земляков, участников войны. Для этого в 2012 году установили мемориальную стелу в селе Верхняя Терешка. В 2018 году установили памятник и мемориальные доски в селе Новая Терешка. В 2021 году отремонтировали обелиск участникам Великой Отечественной войны и установили бюст участнику войны, герою Советского Союза Хабиеву Ильдану Саитовичу в селе Средняя Терешка. Во всех селах посадили лес победы с персональными деревьями, с именами земляков, ушедших на фронт. Я рад, что и в Кирюшкино сегодня открываем бюст участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза, уроженцу села Кирюшкино Аипову Махмуду Илачевичу, в лице которого жители села могут отдать дань памяти и уважения всем фронтовикам, погибшим на поле боя и вернувшимся с войны землякам. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оказал помощь в создании и установлении данного бюста. Сперва-наперво подполковнику Вооруженных сил России в отставке, нашему земляку, меценату Денишу Рафату Тагировичу, за организацию создания бюста и доставки его из города Москвы. Всем сельхозпредпринимателям, индивидуальным предпринимателям поселения за оказанную посильную материальную помощь. Жителям поселения и работникам администрации за выполнение всех подсобных работ. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех с великим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и счастья в каждой семье. Пусть вечный огонь, зажженный в наших сердцах в честь Великой Победы, не угаснет никогда. Вечная память и слава героям Великой Отечественной войны. С праздником! Уважаемые жители и гости села Кирюшкино, дорогие односельчане, событие, по которому мы здесь собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня в летопись нашего района вписывается еще одна знаменательная страница. Мы восстанавливаем связь времен, открываем бюст герою Советского Союза Аипову Махмуду Илачевичу, погибшему в Великой Отечественной войне. Мы уверены, что благодаря открывшимся на территории нашего района памятникам, мемориальным доскам, ухоженным воинским захоронениям удастся сохранить и передать будущим поколениям частичку нашей истории. Самое великое, что есть у народа – память о земляках. В последние годы стало доброй традицией ко дню Великой Победы проводить работы по сооружению, реконструкции, ремонту и благоустройству памятников. Наши земляки, как и весь народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Беззаветно трудились в тылу, отдавая все для фронта, все для победы. Сколько бед и лишений, сколько невзгод пришлось на долю того поколения. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Живые не смеют забыть погибших за нашу свободу и независимость. Умирая, не умрет герой. Мужество останется в веках. Мы не в оплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив мир на земле и великую победу. Именно им мы обязаны тем, что над нами светит солнце и сияет мирное небо. А значит, наш долг помнить о тех суровых днях войны и подвигах советских людей и своих земляков в годы Великой Отечественной войны. И каждый солдат будет жив в нашей памяти. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность за оказанную помощь в строительстве памятника, инициатору и организатору строительства бюста, нашему земляку Рафату Тагировичу Денишеву, главе администрации муниципального образования Терешанской сельской
сельское поселение Рива Рифатовичу Тяминову, администратору села Абушаеву Рустему Нуралиевичу. За помощь в благоустройстве территории слова благодарности выражаю всем жителям села Кирюшкино. Нынешнее событие проходит накануне 77-й годовщины Великой Победы. Желаю всем вам здоровья и долголетия, счастья в семьях, твердости духа и мирного неба над головой. Давайте вместе будем трудиться на благо родного села и района. И хочется в знак благодарности вручить инициатору строительства памятника Рафаэлю Тагировичу памятный подарок. Книгу «Татары Симбирского края». Книга о его земляках. Спасибо, Лидия Фадовна. Уважаемые старокулакинцы, дорогие друзья, есть даты, события и имена, которые становятся достоянием истории. И это достояние – подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Вы гордитесь тем, что яркие страницы общенародной истории написаны и нашими земляками. И поэтому сегодня, в канун 77-й годовщины Великой Победы, мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти легендарному земляку, уроженцу села Кирюшкину, герою Советского Союза Аипову Махмуту Илачевичу. Каждая страница его воинской биографии – это самоотверженность и бесстрашие. Все его поединки были неравными, но он всегда выходил победителем, и это вызывает чувство восхищения и гордости. Пройдут годы и тысячелетия, но никогда в наших сердцах не померкнет его имя, оно бессмертно. Уважаемые терешанцы, уважаемый Рафаэль Тагирович, благодарю вас за то, что вы храните светлую память о нашем земляке. Жители Старокулакинского района своими добрыми делами будут продолжать ратные подвиги своих земляков. Наш святой долг помнить имена героев, передавать их из поколения в поколение, хранить ратные традиции нашего народа. Низкий поклон нашим ветеранам, участникам боевых сражений, участникам Трудового фронта. Бесконечная благодарность им за подвиг, мужество, патриотизм, любовь к родине. Завтра, 9 мая,
самый главный, самый светлый и радостный праздник. Праздник со слезами на глазах, потому что мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Вечная память славным героям, защитникам Родины. Вечная память воину, освободителю. Благодарственным письмом главы администрации муниципального образования Старокладкинский район награждается Рафат Тагирович Денюшев за проведенную большую работу по установке бюста Героя Советского Союза Аипову Махмуду Илачевичу. Благодарственным письмом награждается Аревор Рафатович Тяминов в деле военно-патриотического воспитания и установку бюста Героя Советского Союза Аипову Махмуду Илачевичу. Благодарственным письмом награждается администратор села Кирюшкино Рустам Нуралиевич Абушаев. Благодарственным письмом награждается староста села Кирюшкино Равиль Алимжанович Ягудин за добросовестный труд и оказанную спонсорскую помощь. Благодарственным письмом награждается Камиль Юнусович Бирюков за добросовестный труд и оказанную спонсорскую помощь для установки бюста Герою Советского Союза Аюпову Махмуду Илачевичу. Предоставляется инициатору и организатору строительства бюста подполковнику в отставке Рафату Тагировичу Денюшеву. Добрый день, дорогие друзья, земляки, родные, близкие. Вот стою и слушаю выступление прекрасное, хорошее. Слово Героя Советского Союза, оно ведь звучит через 77 лет и будет звучать вечно. Вечно. Сегодня открываем бюст Махмуд Авы, получается. Уже не тот, он Бабай даже нам уже поможет, да. Где-то, как Рива сказала, Рива Рафат сказала, где-то ломают памятники. Выкорчевывают, как говорится. Но это на их совесть. Они просто не понимают. Они делают то, что они себя хоронят с памятниками, да. Но придет время, то время вернется, но придет. Вот мы же открываем памятник через 77 лет. И придет время, те памятники, которые разрушали фашисты, будем говорить, нынешние фашисты на Украине и в других нам близких странах, да, они восстановят сами же, их дети, поймут, время возвращается. Я хочу от себя лично, от Московской области, поздравить вас, наших земляков Старокладкинского района, наше поселение с таким прекрасным праздником 9 мая, который завтра будет отмечать весь мир, все-таки весь мир будет отмечать. Там разрушают памятники, мир будет отмечать праздник. Большое спасибо жителям села Кирюшкино. То бишь, я какое-то отношение тоже имею к Кирюшкино. Мне Апай жила здесь, так что корни есть. Вот, большое спасибо. Вот, я вот хочу повториться каждый раз и буду повторять, сколько будет возможность. Да. Если вот таких людей, как Рива Рафатович, администрации района не было бы, ни в Среднем, ни здесь мы такие прекрасные памятники не открывали. Им огромное спасибо. Также еще раз поздравляю, еще раз спасибо говорю жителям Кирюшкина. Всех благ, главное, Аллах сакласын, исәнлек, саулык барыгызга, семьяларыгызга, вот хош булыгыз, сезгә бик зур рәхмәт. С праздником еще раз. Пока еще с вами мы жив, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, в небо шагали.
встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем, исполнимся тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. И бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. В знак вечной памяти и глубокой скорби о наших земляках, защитниках Отечества, ценой своей жизни добывших победу, мы зажигаем сегодня вечный огонь. Право зажечь священное пламя вечного огня предоставляется подполковнику внутренней службы в отставке Исмаилу Хуснутдиновичу Хабушеву, подполковнику внутренней службы в отставке Азату Абдуловичу Ибрагимову, полковнику Вооруженных сил России в отставке Рафату Тагировичу Денюшеву. Это там сразу. Азат, тот. Улыбнись, Россия, в этом нет ошибки. Улыбнись, Россия, в самый трудный час. Улыбнись, Россия, в этом нет ошибки. Улыбнись, Россия, в самый трудный час. Сколько спета песен, всех не переслушать, как бежал бродяга, позади тюрьма, и как выходила
заглянуть пытались вдаль за окоем. Мы с тобой делили наши неудачи и не сомневались в будущем твоем. Мы с тобой делили наши неудачи и не сомневались в будущем твоем. Мероприятие, посвященное открытию бюста Героя Советского Союза Махмуду Илачевичу Аипову, мемориальных плит односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, в рамках 77-й годовщины победы советского народа над германским фашизмом в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Спасибо за внимание. Всем добра.